есть мы можем посмотреть один из пожарных выходов. 186-й лицей – одно из новейших учебных учреждений Казани. Строили его по самым последним нормам пожарной безопасности. Оборудованы эвакуационные выходы, система оповещения и пожаротушения. Есть лифты для маломобильных учеников. В случае пожара они автоматически спускаются на первый этаж. Работает система автоматического оповещения. Учебное заведение на сегодняшний день готово встретить своих обучающихся. И как раз 2 сентября мы уже встретимся с нашими учениками, с нашими родителями, со всеми участниками образовательного процесса, начнем новый учебный год. Скажите, пожалуйста, ваши действия при сработке пожарной сигнализации. При сработке смотрим, вот у нас есть схема. Сегодня школу проверили инспекторы Госпожнадзора. Процедура обязательная и ежегодная. Одновременно с нажатием кнопки включается автоматическая система дымоудаления. Вот за этими решетками стоят мощные вентиляторы, которые должны вытянуть весь дым и угарный газ. В это время в школу уже едут пожарные. Максимальное время прибытия 10 минут. В случае выявления недостатков мы руководителям объектов выдаем предостережение о недопустимости нарушений пожарной безопасности. Руководители, в свою очередь, стараются в максимально короткие сроки их устранить. В оставшиеся дни закончить подготовку образовательных организаций. Однако не все школы пока могут похвастаться таким уровнем подготовки. Об этом рассказали на заседании Республиканской комиссии ПЧС. Проверки Госпожнадзора выявили 107 нарушений в 70 школах. Это плохое состояние систем противопожарной защиты в антилидерах Менделеевский, Лаишевский и Альметьевский районы. К сожалению, до настоящего времени обслуживает персонал 7 общеобразовательных учреждений не прошел обучение мерам пожарной безопасности. Так данная проблема актуальна для 5 объектов Менделеевского района и по одному объекту в Лаишевском и Альметьевском районах. Первый вице-премьер Рустам Нигматуллин раскритиковал такое отношение к безопасности и поручил до начала учебного года устранить недостатки. Я прошу, что называется, шутки не шутить. Вопрос важный, серьезный, несмотря на регулярное, что называется, проведение на эту тему всяких совещаний. Происходят события, к сожалению, и детям и проводка. Соответственно, на всякий случай обезопасьте наших детей и сами себя, что называется. Серьезные вопросы и по санитарным нормам. Так, 358 школам Роспотребнадзор выдал предписание за неудовлетворительное состояние, ветхость и неготовность к приему учеников. В 8 ситуацию не поправили. Проблемная школа, с которой управление работает уже не первый год, это Новокашировская школа Альметьевского района. Она находится в аварийном состоянии, и по этой причине еще в 2022-2023 учебном году была приостановлена работа 3 учебных кабинетов. В первой Рыбнослободской гимназии не готов пищеблок. В прошлом году там обнаружили щели на стенах и полу, и даже грызунов. Учеников пришлось перевести в другое здание. Спустя год вопрос не решен. Рустам Нигматуллин потребовал выйти на связь руководства районов. Школа будет 1 сентября, планируем открытие школы, все отремонтируется. Хорошо. По Рыбной Слободе что? Школа данная у нас ликвидируется, и учащихся 15 учеников будут ездить в гимназию номер 1 с 1 сентября. Автобус выделен. Главное – устранить замечания до начала нового учебного года. Контроль за исполнением возложен на глав районов. Рамиль Шайдуллин, Абзельгарипов, ТНВ, Казань.